Все эти события, которые в последнее время происходят в Российской Федерации, да, они говорят о том, что войну никто не собирается заканчивать. Несмотря на то, что сейчас вот Путин будет встречаться в эту пятницу, Путин будет встречаться с Трампом, и, возможно, будет прекращение огня на территории Украины, ну, в обмен на какие-то там территории, да, это уже не важно. Несмотря на то, что будет прекращение огня, все то, что происходит, говорит о том, что, скорее всего, будет большая война. События в Азербайджане, кстати, да, на них тоже нужно обратить внимание. Перед, как раз таки, в 2008 году, перед этой короткой восьмидневной войной с Грузией, точно такие же события происходили с давлением на грузин, происходили в России, какие сейчас происходят с давлением на азербайджанцев. Я сама тогда работала в газете в 2008 году, и это прекрасно помню. У нас в республике на тот момент проживало не так много грузин, где-то около там 10 человек, и, и даже при таком маленьком количестве они нашли одного грузина, и его депортировали. Он там какое-то время сидел в депортационной тюрьме, и потом был позже депортирован. Вот. Сейчас происходят те же самые события, поэтому не исключаем, что будет большая война и, скорее всего, может быть на территории постсоветских государств.